Дело в том, что к этому времени сказались результаты его резни кайтаков, которые он учинил в Дагестане, двигаясь на Терек. Он-то думал, что он сейчас запугает горские народы, что весь Кавказ замрет в ужасе, они будут сидеть тише воды ниже травы, как мышки в норках. А результат получился абсолютно обратным. На Северном Кавказе поднялось мощнейшее движение против Тимура. Буквально стар и млад встали под копья и пошли драться с чагатаями. И во главе этой войны были вайнахи, то есть чеченцы, и черкесы, то есть адыги. То есть будущие главные противники России в Кавказской войне, а вайнахи, они вот и недавно еще с нами воевали. А тогда для вайнахов это был вообще первый исторический такой великий подвиг, который вывел их вообще на арену истории. До этого о них мало чего известно, ну, наверное, там жили где-то, но ничем себя особо не проявляли. И вдруг вот это вот поразительное, мужественное, отчаянное сопротивление Тимуру, война у него в тылу. Причем, вот если вы возьмете вот корпус источников по Золотой Орде, где переводы есть обоих книг побед Тимура, то вы убедитесь, что Низам ад-Дин Шами, что Езди, наверное, раза в 2 больше места отводит описанию войны Тимура с чеченцами, чем войны с Золотой Ордой. А уж про Русь вообще там вот одной строчкой или 2 где-то упомянуто, что не сразу ты и найдешь. Понимаете? То есть настолько они впечатлили Тимура и тимуридов, что вот даже через несколько десятков лет, когда писал Езди, писал он в Герате, при дворе Шахруха, сына Тимура, и, казалось бы, ему уже это все далеко, и можно было бы там как-нибудь вот красивыми оборотами замаскировать то, что там происходило. Нет, он подробнейшим образом описывает эту войну в горах. Война была очень тяжелой, очень тяжелой. Тимур объявил о своей победе, но судя по тому, что он ушел с Северного Кавказа несолоно хлебавши, там говорить о победе, конечно, не приходится. И как бы вот не это мужественное героическое сопротивление чеченцев и адыгов спасло-то Русь тогда, а вовсе не Пресвятая Богородица, даже если она и являлась на самом деле Тимуру. Вот мне кажется, это более как бы реалистичное это объяснение. Вот так вот бывает.